Домбожап Цыбиков, буддист-паломник у святынь Тибета. Глава книги 12. Монастырь Брайбун. Часть 52. 11 августа. Сегодня, 29 числа 6 луны, происходило обычное ежегодное сожжение Дугжубы духовенством Дацана Акпа. Мне довелось это видеть дважды, сегодня и 31 июля следующего года. Этой церемонии предшествует трехдневное чтение духовенством Дацана Акпа особых молитв с священнодействиями над приготовленной самими ламами фигурой из картона, называемой Дугджуба. В день выноса, немного после полудня, начинает собираться народ, которому сегодня открыт доступ в монастырь. В другое время женщины не допускаются вовсе в монастырь. Зрелище для любопытной публики начинается шествием прорицателя Найджун Чайджона из его жилища в Дацан Акпа. Шествие тянется длинной вереницей. Во главе идут воины в разных масках, военных доспехах, затем музыканты с кларнетами, флейтами, барабанами и ударными тарелками. После музыкантов идет младший цокченский шамо с пачкой курительных свеч в руке. Вслед за ним сегодня несли доспехи и изображение Найчуна, так как прорицатель умер недавно от оспы, а преемник ему еще не был найден. В следующем году, это 31 июля 1901 года, ехал вновь назначенный прорицатель верхом на лошади, на которой он подъехал к самому соборному храму. Простые монахи должны слезать за монастырскими воротами. Отсюда он отправился в Дацан Акпа, где, переодевшись в долженствующее облачение, не спустил Чайджона. В это время выносят из Дацана Акпа Дугжубу, которую несут впереди процессии, во главе которой идет хамбо этого Дацана в предшествии старшего шамо. Процессия с пришедшим в экстаз прорицателем двигалась сзади почти бегом, так как последний, поддерживаемый двумя служителями, шел вперед очень быстро. Когда первая часть процессии вышла за монастырскую стену и стала в некотором отдалении, вблизи приготовленной кучи соломы для сожжения Дугджубы, прорицатель остался у монастырских ворот и в ожидании того момента, когда Дугджубу бросят в огонь, сел в приготовленное кресло. В тот же момент, когда вспыхнуло пламя от соломы и брошенных в огонь бумажных украшений Дугджубы, прорицатель вскочил со своего места и, быстро схватив лук и стрелу, выпустил по направлению костра стрелу, которая поднялась очень высоко и упала в саженях в 50 от стрелка. Стрела эта, по убеждению верующих, поражает врагов религии, и говорят, будто бы она нередко падает окровавленной. После выпуска стрелы церемония окончилась. Мне удалось дважды присутствовать на церемонии смены цокченских шамо Брайбуна. Это 10 августа 1900 года и 1 августа 1901 года. Смена совершается ежегодно 30 числа 6 луны. Назначение новых шамо происходит почти за месяц до этого дня. Для сего на усмотрение тибетского хана, то есть в настоящее время Далай-ламы, представляются 10 кандидатов на эти должности, то есть по 5 человек из каждого очередного дацана.
Выбор из среды их двоих представляется самому хану. В назначенный день все они приезжают к Далай-ламе, который выдает им запечатанный конверт с именами назначенных. Этот конверт, как говорили мне, они вскрывают подле упомянутого выше Або, кучи камней, перед монастырем. Здесь их поджидает депутация от монастыря с угощениями. Слезши с лошадей и сев за чай, они узнают имена счастливцев и отправляются в монастырь. Вновь назначенные начинают готовиться к принятию должности, нанимают более или менее роскошную квартиру, заводят приличную обстановку, приобретают атрибуты своей должности, главный железный жезл, особый покрой облачения, шьют парадные платья, намечают помощников и так далее. В это время им всего более нужны деньги, вследствие чего богатые лица монастыря и торговцы Лхасы предусмотрительно приходят к ним с поздравлениями, что по местному обычаю сопровождается подарками, вещами и деньгами. Этим они вперед заручаются знакомством и расположением к ним, хотя кратковременных, но сильных по власти правителей большого монастыря, которые почти целый год управляют и столицей Далай-ламы. Ко дню смены у них бывает все готово. Рано утром этого дня к каждому из них на квартиру являются старшины его общины, в парадных одеждах являются и прислужники. Сюда приносят срубленное высокое молодое деревце, на которое привязывают хадаки и рисованное символическое изображение мирского круговорота, называемое Сридби-Хорло. Изображение это дарится новому шамо его общиной. Каждый шамо выходит отдельно из своего дома в сопровождении помянутых старшин и слуг исключительно своей общины. Впереди него несут вышеназванное изображение, затем один из старшин воскуряет путь с свечами. За ним идет шамо в полной форме, но только без жезла, который слуги несут сзади, держа на руках в горизонтальном положении. По пути шамо раздают хадаки всем попадающимся водоносцам. Этим обычаем любят пользоваться тибетцы, а на коротком расстоянии встречается не менее 30 водоносцев, которые пересекают дорогу и получают по хадаку, стоящему, правда, только 4 копейки на наши деньги. На западном краю монастыря оба новых шамо сходятся вместе и идут один за другим, старший впереди. По правую сторону глубокого оврага к этому времени бывает уже приготовлено все для их прихода. Здесь, на покатом склоне горы, расчищена площадка приблизительно 150 квадратных сажень, на которой растянуто большое рисованное изображение Будды Шакьямуни. Верхние края рисунка прикрепляются к особо устроенной длинной каменной стенке. На этой стенке становятся музыканты из духовенства и играют встречу шамо. На нижнем конце, на приготовленных седалищах, уже сидят прежние 2 шамо и цокченский умзат. С прибытием новых шамо 2 деревца втыкаются здесь в землю у подножия изображения, и 2 новых шамо делают по 3 земных поклона Будде, после чего подносят по одному длинному хадаку, которые придавливаются камнями на краю изображения и остаются до конца церемонии. Затем они садятся рядом с прежними шамо, но ниже их, и тогда умзат начинает читать коротенькую молитву, которой вторят монахи, сидящие на земле сзади его.
Сюда собирается много народа, который образует живую стену вокруг изображения, а некоторые взбираются на склон горы. После этого начинаются представления актеров Аджил Хамо, которые являются 4 отдельными партиями в различных масках и костюмах. Они здесь пляшут под музыку и собственное пение. За это они награждаются новыми шамо-ходаками. Этим церемония и оканчивается. Старые шамо удаляются домой с прежним почетом, но мне сказали, что в это время духовенство может выразить свое удовольствие или неудовольствие по поводу их прошлого правления. Говорят, что в ненавистных шамо бросают мелкие камни, а у любимых прикладываются головой к жезлу. Я видел лишь немногие случаи прикладывания к жезлам сменившихся правителей. Новые шамо остаются на поляне для уборки растянутой иконы, которая свертывается в трубку от нижнего края, а к верхнему многочисленными монахами, и ими же на плечах относятся в главный собор для хранения до будущего года. Впереди этого длинного свертка идет старший шамо, а сзади младший, распоряжаясь осторожным доставлением иконы на место. После прихода в Цогченский храм начинаются приготовления к так называемому цогдам, речь-собранию, то есть публичным речам новых шамо. Народ собирается густой толпой на площадке перед соборным храмом и сдерживается на почтительном расстоянии от террасы храма только при помощи кнутов и палок послушников. Перед дверью храма у подножия террасы становится многочисленная прислуга кухни и собора. Они собираются беспорядочной толпой, согнувшись в пояс. Тогда появляется первым старший шамо и, расхаживая по террасе, излагает свои полномочия и правила монастырской жизни. На эту же тему говорит за ним и младший. Речи эти длятся минут 40, и по окончании их народ расходится, а уставшая стоять в согнутом положении раболепная прислуга облегченно выпрямляет спину. Остальная часть дня проходит в увеселениях, которые в пределах монастыря ограничиваются посещением представлений многочисленных партий актеров. Их приглашают разные общины во дворы своих домов, за что им дают известную, по-видимому, небольшую плату. Народ смотрит бесплатно. Только 2 общины, Даон в Гамане и Гугэ в Лос-Алине, имеющие хорошо приспособленные дворы, приглашают наилучшие труппы таких актеров и впускают туда зрителей за известную плату, а именно по 4 местных монеты за отделение, род наших театральных лож, где могут помещаться от 6 до 10 человек. Во время этих представлений 2 новых цогченских шамо делают визиты большим камсанам, где старшины их угощают и делают подарки, излагают свои нужды и привилегии, коим пользовались до сих пор. Этим, так сказать, возобновляются договоры взаимного отношения этих общин к главным правителям монастыря. Я лично довольствовался зрелищем, происходившим во дворе моей квартиры. Между разными сюжетами, представленными актерами, мне показалась правдивой и жизненная сцена приглашения к больному, невидимому, одного красношапочного ламы, который во время исполнения духовного обряда обнаруживает неискренность веры и неточность обрядов. Лишь только хозяева удаляются, он перебрасывает непрочтенные листы книжки, будто бы уже прочитав их, а сам принимается за еду. Услышав шум, приближение кого-нибудь из домашних, снова принимает набожно важный вид, начинает громко читать молитвы и тому прочее. В конце концов, когда его угощают бараниной, он, наевшись,
не довольствуется этим и в отсутствие хозяина берет остатки блюда и кладет себе в высокую шапку, которую надевает на голову. Хозяин узнает о краже и как бы нечаянным прикосновением к шапке сшибает ее. Куски баранины падают на землю, сконфуженный лама убегает. Представление, правда, циничное, и актеры к тому же не стесняются шаржем. С наступлением ночи женщины удаляются за монастырские стены и, явившись на другой день, 1 числа новой 7-й луны, совершают поклонение в разных местах. К полудню этого дня они совершенно покидают монастырь, уходят также и все светские гости. Монастырь вступает в обычную свою жизнь. Конец 52 части.